Еще совсем недавно мы наблюдали за развитием событий вокруг принятия поправок в закон о декларировании доходов, расходов имуществ, обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Долгое молчание абхазских законодателей вылилось в акцию голодовки, которая продлилась 10 дней. За это время активистов поддержали более 12 тысяч человек, которые оставили свои подписи за принятие поправок. А уже 12 марта парламент принял долгожданные поправки. Казалось бы, вопрос решен. Однако на практике мы видим, что закон не работает. Стоит добавить, что некоторые депутаты предупреждали, что так и будет. Почему закон остался только на бумаге? Кто препятствует его реализации? Как дальше будут действовать активисты? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня в прямом эфире. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях активист движения, одна из участниц акции голодовки Асида Кортуа. Общественный деятель Тенгиз Джопуа. Член Общественной палаты Республики Абхазия Рисма Гаджинджал. И пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Георгий Габуни. Добрый вечер, уважаемые гости. Прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, я хотел бы и вам, и нашим телезрителям рассказать о том, что, готовя этот эфир, естественно, мы обращались к депутатам парламента, каждый из которых по разным причинам отказался присутствовать сегодня у нас в эфире, и мы считаем важным об этом сказать. И вот, начиная нашу беседу, Асида, насколько мне известно, активисты движения направили сегодня в адрес парламента заявление. Можете коротко рассказать о том, о сути заявления и, главное, какая реакция последовала от депутатов парламента? Мы сегодня отправили официальный запрос, потому как видим, наблюдаем, и все видите, что нету никаких пока задекларированных деклараций, которые поданы Министерству по налогам и сборам. Хотя вот Министерство, вот эта декларация от налоговой, даже, я не ошибаюсь, вот они все подготовили. У них есть специальный отдел, который занимается этим. У них есть сайт для опубликования этих деклараций. Мы это все узнавали, мы это знаем точно, это официально. И они делали запрос в парламент Республики Абхазия. Вступил с вопросом, вступил закон в силу или не вступил. Но, как я понимаю, вы до сих пор ждете этого ответа. Правильно? Нет, ответ получен. И как они вам сказали? Во-первых, я должен сказать, что мы отправляли запрос, и основным вопросом нашим не был вопрос о вступлении или не вступлении, потому что есть два закона, сам закон о декларировании и поправки к нему. Соответственно, посмотрев оба этих документов, нам стало понятно, что закон действительно не вступил в силу. Это было очевидно. Вопрос для нас принципиально стоял не в этом. Вопрос стоял в том, что во многих частях этого закона, в части ее реализации, в части, скажем так, вопросов, отнесенных к компетенции Министерства по налогам и сборам, у нас возникло очень много вопросов. И, соответственно, то есть в запросе, и, кстати говоря, для меня, например, удивительно, что вы об этом запросе в курсе, потому что это был запрос обычный рабочего характера, то есть мы это не делали публично, но как бы то, что вы знаете, это хорошо. Вообще, надо сказать, что сам закон, мы о принятии данного закона узнали так же, как и все остальные, из соцсетей, из СМИ, то есть мы были достаточно удивлены, потому что очень много полномочий было возложено, согласно этому закону, на Министерство по налогам и сборам. Обычно, когда принимаются такого рода законы, касающиеся деятельности того или иного министерства, как правило, проходит процедура согласования. Присылаются проекты, мы готовим свое заключение, готовим возражения, готовим предложения, и с этими документами, то есть мы обычно в исходящих, входящих, то есть все это регистрируется, отправляются в соответствующие инстанции. В данном случае ничего подобного сделано не было, и для нас это стало неожиданностью. Вот, к примеру, для вашей информации, вот, допустим, сам закон о внесении изменений пришел к нам, вот у нас он зарегистрирован 28 апреля.
Я понимаю, что были там карантины и все остальное, но то есть настолько мы, скажем так, не участвовали в процедуре принятия закона, что даже вот сам закон доходит до нас, скажем так, не скоро. Ну, спасибо большое. Вообще и здесь, в этой студии, тоже, например, депутат... Сейчас вот я, да, обязательно. Депутат парламента Натали Смыр в принципе говорила о том, что такое вполне возможно, что закон не будет работать, он сырой. Вот один нюанс нам рассказал Георгий Габуни. А ряд депутатов предлагали активистам сесть за стол, начать его дорабатывать вместе. То есть речь шла не о том, что депутаты против принятия закона, а они выступают за принятие, но так, чтобы этот закон не пылился на полках, а реально работал. Сделали ли вы какие-то выводы? Планируете ли вы как-то уже, может быть, сесть за стол переговоров, или у вас отдельная своя позиция? Сейчас одну маленькую ремарочку хочу сделать. Вот мы со Астамуром Логуа встречались 25 апреля. Я и Иван Ачпа, тоже участник второй акции голодовки. При встрече со Астамуром Логуа он нам тогда уже сказал, я не знаю, это вы, может, официально именно 28 числом опубликовали, что вот вы сделали вопрос, но запрос от налоговой был сделан раньше. Нет. Это ответ, сам закон к ним пришел. Сам закон к нам пришел 28-го. 28-го Запрос только. нами был сделан 29-го, то есть на второй день. Ответ получили буквально на этой неделе. Содержание ответа, как бы в той части, вступил ли закон в силу или не вступил, однозначно там сказано, что закон в настоящий момент не вступил в силу. Не вступил в силу. Это был ответ от парламента ответ Республики от парламента, Абхазия, да? Вот сейчас хочу одну маленькую деталь отметить. Вообще наш куратор Астамур Логуа, да, я удивляюсь, что он даже просто не пришел, чтобы вот это все послушать. Потому как мы, когда с ним встречались, человек нам заявил, закон вступил в силу. Вот его слова. У меня есть люди, которые, я не одна это слушала. Закон вступил в силу. Нет никаких причин не заполнять декларации. Все, что происходит, чистой воды саботаж. Я надеюсь на то, что будет здесь оппонент у нас именно депутат. Мы тоже подготовились, мы тоже этот закон как бы уже столько лет, раз мы с ним имеем дело, наверное, что-то в нем и понимаем, как бы они там ни думали. И человек, депутат парламента Республики Абхазия, я думаю, не стал бы делать такие громкие заявления, не имея почвы. Во-первых, почему вас обязали заниматься этим, вообще как-либо заниматься этим, если закон не вступал в силу, если его даже никак не хотели рассматривать. Раз вас обязали, значит, они понимали, что этот закон будет работать. Как бы они его не оттягивали. Во-первых, можно я вот скажу сейчас все, я возмущена тем, что нету ни одного представителя, где 35 человек в парламенте. Они сейчас себя ведут точно так же, как вели себя на площади с нами. Это очень неправильно и некрасиво с их стороны. Вот первое, я думаю, не имея никаких оснований, они вас не обязывали бы заниматься этим вопросом, и вы бы не создавали бы никаких сайтов у себя на странице. Правильно? Где это все публикуется. Вы бы не делали бы этих декларативных листов, бумаг, время на это не тратили бы. Но вы же сами не придумали, вам же сказали, наверное, да, что это надо делать. Это не Астамур Какаля точно вас обязал это делать. Если это вопрос, то я могу приступить к ответу. Я еще хочу параллельно, чтобы вы потом сразу ответили на эти все вопросы. И вот Астамур Логуа, что ответил нам тогда? Нет никаких видимых причин, чтобы не заполнять вот эти декларативные листы. Это чистой воды саботаж. Это были его слова. Я еще уточнила. Астамур саботаж с чьей стороны? Это Астамур Логуа или Это какая? Астамур Логуа. Мы с ним виделись. Человек, который понимает, что закон ни в коем виде не вступил в силу, он не стал бы, наверное, заполнять декларацию, которую я своими глазами видела. Заполнил Виано Райба. Я видела своими глазами эти декларации. И эти декларации были отнесены в отдел кадров парламента Республики Абхазия, где им сказали, что они не могут это принять,
потому как закон не вступил в силу, наверное, да, вот я не знаю, как там им ответили, но Стамур говорит, они у нас просто их не приняли. Вот просто я даже не знаю, к кому обратиться, как представителю власти, наверное, обращусь к вам. Вот в какой сфере вообще вот в нашей жизни отдел кадров имеет право не принимать декларацию без указки сверху или вообще вот у депутата, который вот прям огражден 39-й статьей от всего, что может с ним произойти. Вот какой отдел кадров может не принять у него декларацию? По какой причине? Спасибо большое. Давайте я дам вам ответить, и мы дальше продолжим обсуждение. Раз уж я единственный представитель, скажем так, власти, и вопрос адресован мне, не знаю, тут радоваться или что делать, но, тем не менее, отвечу на первый вопрос. Кто-то же нас обязал, да? На самом деле ситуация складывалась следующим образом. Мы увидели этот закон, мы увидели, во-первых, сам закон, не изменения в закон, а сам закон. То есть мы понимали, что как бы закон принят. Вступит он в силу когда-либо. Да? Там, во-первых, в постановлении парламента было, это, конечно, рекомендательный характер, но принять закон о госслужбе до конца текущего года. Там есть в постановлении парламента, где принимался этот закон, такой текст. И мы просто, во-первых, надо отметить, что мы сайт не создавали. Наш сайт уже функционирует с 2017 года. Мы всего лишь дали возможность людям получить эти декларации, просто чтобы их можно было заполнить. Так это была ваша инициатива или поручение парламента? Нет, исключительно наша инициатива, так как закон он принят. Вступил он в силу, не вступил, это другая сторона вопроса. Он принят, он прошел все необходимые процедуры, подписан исполняющий обязанности президента. Это полноценный закон. И мы заранее, заблаговременно подготовились. Что касается декларации, о которой Сида нам говорит, во-первых, вы, наверное, многие из вас видели, я с собой не принес, много чего принес, именно вот этого не принес, сами формы декларации. Если вы эти формы декларации увидите, это наша версия. Версия, которая была принята и опубликована в газете «Республики Абхазия», официально, которая вот нам пришла и так далее, это было совершенно невозможно к заполнению форма. Она была там, ну, тот, кто пользуется компьютером, он знает, соскочила, знаете, вот таблица соскочила, там была это уже такие технические моменты, тем не менее, для того, чтобы не было вот такой сложности, там вот у нас декларация, она в ужасном виде, мы заново эту декларацию, таблицу нарисовали, наши ребята, в принципе, там немного времени было, мы это сделали, мы разместили это на сайт. Мы при этом также понимали, что закон все еще не вступил в силу, но для того, чтобы готовый, принятый закон и его какие-то части разместить, во-первых, сам закон опубликован, и мы как Министерство по налогам и сборам, где нас указали как одним из контролирующих органов, мы просто обеспечили возможность гражданами, да, чиновниками получить этот документ в нормальном качестве. Вот что мы сделали. А что касается того, что вы сказали, там Астамур Логуа сказал, что закон принят. Вы знаете, во-первых, поводом для того, чтобы послать этот самый запрос, послужили те же самые, значит, сообщения в соцсетях о том, что вот там он вступил в силу и так далее, и так далее. То есть было явно видно, что общество готовится к тому, что закон вот-вот заработает. И нам вдруг стало как бы удостовериться, да, для того, чтобы какие-то уточнения. Что закон принят, вы узнали из Фейсбука? Мы узнали, как обычно, мы мониторим соцсети, мы смотрим новости, и мы узнали о том, что да, действительно принято. А потом в газете «Республика Абхазия». В газете «Республика Абхазия» было опубликовано. Официальный сайт. И на сайте президента Абхазии тоже было опубликовано. Поправки, о которых идет речь, согласование с Министерством по налогам и сборам не проходили ни на каком этапе. Ни сам закон, ни изменения в этот закон, никаких согласовательных процедур с Министерством по налогам и сборам не было. Ну, вы работали вдогонку, получается. Мы работали, мы делали просто, вы знаете как? На упреждение. Да, на упреждение, совершенно верно. Мы сделали ту часть работы, которая на нас и так была, скажем так, вот примут этот закон о госслужбе завтра, да, чтобы мы в ППХ этим не занимались, мы это просто сделали. Что касается размещения, да, у нас сайт, слава богу, создан на нормальной платформе, любое количество деклараций мы можем разместить.
разбить. Но другое дело здесь, если начать разбирать, сейчас просто не хотелось бы уходить в такие тонкости и детали, но не совсем понятно, допустим, в каком виде их публиковать. То есть, во-первых, нет инструкции заполнения самой декларации. Понятно, это уже такие технические моменты, до которых мы даже не дошли. Я так понимаю, у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вообще сами чиновники, назначенные, уже работавшие, проявляли инициативу, обращались в Министерство по налогам и сборам с просьбой получить эту декларацию и вот на основе личной инициативы взять и заполнить декларацию? Такое было? Вы знаете, во-первых, прежде всего декларацию приносит не нам. Согласно того же закона, декларация сначала подается в кадровую службу того или иного ведомства. Кадровая служба должна обеспечить публикацию публичную, опубликовать это в газете Республики Абхазия. И только потом материал должен прийти к нам. У нас, согласно тому же закону, 30 дней на опубликование. Но на сегодняшний день никаких деклараций, прошедших вот такую процедуру, в Министерство по налогам и сборам не поступало. Спасибо большое. Рисмак, Тенгиз, я попросил бы вас тоже включиться в разговор. Асида выше говорила о том, что вот один из депутатов сказал, что закон принят и он вступил в свою силу. Очень многие СМИ, в принципе, под таким же соусом и тиражировали эту новость о том, что закон принят и он вступит в силу. Как вы можете это прокомментировать, Рисмак? С чем это связано? Получается, всех ввели в заблуждение или вот Асида говорит неправду? Вообще, Простите, такая но вещь, чтобы да. понять. Нормально. такая вещь – это страна правовых коллизий. У нас совсем недавно была такая правовая коллизия, 19 статья Конституционного закона о выборах. Как считать голоса против всех, и там кто кому выгодно, это все вертел по ситуации. В итоге это привело к беспорядкам, к нехорошим вещам, хотя можно было это все спокойно в рамках закона этот вопрос решить. К сожалению, на это не пошли. Вот здесь мы опять же оказываемся в такой ситуации. Мне сегодня в парламенте дали этот закон о декларировании. Сам закон принят 20 февраля, и 16 статья его говорит о том, что он вступает в силу после принятия закона о государственной службе. И поправки приняты уже 20 марта. И там статья 2 говорит, настоящий закон вступает в силу с момента его официального публикования. Это вот абхазская пословица есть, это вот именно с этой ситуации. Еще один момент я бы хотел бы сказать. Я был на площади, когда депутаты пришли, дали слово, что мы все примем, все сделаем как надо. К сожалению, парламент не выполнил свои обещания. Это вот что можно сказать. Рисмак, мы с вами были свидетелями того, как депутаты парламента просили просто активистов сесть. Я почему говорю, были свидетелями, я тоже присутствовал на встрече общественной палаты, в палате, где обсуждался этот вопрос. Были призывы сесть и поговорить. И как раз депутаты говорили о том, что у нас с понятием государственный служащий есть какие-то сложности, то есть оно не определено. Да. Изначально активистов открыто предупреждали о том, что этот закон не будет работать, потому что есть свои сложности. Но справедливости ради хочу этот вопрос отметить. Да. Как раз и призывали к сотрудничеству, как раз вот именно момент с понятием государственный служащий был камнем преткновения. Но все равно вопрос продолжили. Да. Я извиняюсь, Рисмак, я на минутку просто перебью тебя. Вот основной закон, да, закон о декларировании у нас. Вот он здесь. Вот здесь наши правки. Вот понимаешь, вот в законе камень краеугольный. В законе о декларировании есть статья 16, настоящий закон вступает в силу с момента вступления в силу закона Республики Абхазия о государственной службе. Наша правка, статья 16, наша правка, настоящий закон вступает в силу с момента принятия данного закона о поправках. Вот здесь закон о поправках подписаны Бганба. Задаю встречный вопрос. Тенгиз, подключайтесь, пожалуйста. Да, Рисмак, пожалуйста. Тут вопрос был задан о том, что было предложение, о том, что прийти нормально поговорить. Я вот несколько раз ходил в парламент и много раз слышал такую вещь: зачем вы пришли, вы нам мешаете работать. И вот когда говорят, придите, поработаем, они себя ведут точно так же, как и с этим законом. Их слова не соответствуют действительности. Если бы кто-то хотел бы серьезно вообще,
главная проблема этого закона, надо его просто сесть и обсудить. Вот есть люди, диаметрально разные мнения имеют по этому закону. Кто-то такой, а кто-то такой. Есть люди, с которыми сложно разговаривать. Ну, давайте не будем людей вызывать тех, с кем сложно разговаривать. Есть, слава богу, люди, с которыми можно разговаривать. И прийти, и сядем, обговорим все наши вопросы. У нас выборочно, вот сколько лет мы этим занимаемся, депутаты забирают что-то. Кстати, вот у нас разговор был, на каком сайте публиковать все эти декларации. И между делом было сказано, может быть, на сайте налоговой. И вот так это появилось, в законе отразилось. Дальше. Самый главный момент еще. Вот здесь Гия, по-моему, до эфира говорил, у нас 8 тысяч государственных служащих. Вот в этот закон ввели понятие государственный служащий. А нам не нужно 8 тысяч деклараций, чтобы их всех смотреть. Это никакая республика газета не выдержит их печатать. Есть в Уголовном кодексе эта статья. Не статья, это дефиниция должностное лицо. Сейчас я его не буду засчитывать, но там все это, описано. простите, грубо разные говоря, понятия должностное лицо и государственный служащий. Государственный служащий, это, грубо говоря, узбек, который подметает, он тоже государственную зарплату получает. А должностное лицо – это лицо, обладающее организационно-распорядительными функциями. Продолжая разговор, у нас же нет понятия государственный служащий. Кто должен подать декларацию? В этом законе там расписано. В законе, о котором мы говорим. Декларировании, да. Тут Нет, там же не расписано. Говорится, кого считать государственным служащим, тут оно есть. Давайте пока, я думаю, это принципиально важный момент, потратим на это время. А вот есть статья можете 2, зачитать? пункт 3, да. Зачитайте, пожалуйста. Статья, пункт, тогда давайте я потом зачитаю, кто такое должностное лицо. Статья 2, пункт 3. Государственный служащий, лицо, занимающее государственную должность Республики Абхазия, в скобках лицами, занимающими государственные должности, являются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Абхазия, иное должностное лицо, служащий. Иными должностными лицами признаются лица, осуществляющие функции представителя власти. Ну, это как бы достаточно муторный текст, не самый интересный, не хочу время занимать. Ну, вот во всем этом муторном тексте, как бы у нас нет оснований, допустим, секретаря главы администрации какого-то села не считать государственным служащим. У нас, как правоприменителей, такого основания, исходя из текста, нет. А теперь я чуть время ваше займу. Что такое должностное лицо? Я вообще по образованию филолог, а не юрист. Это понятие, я его нашел в Уголовном кодексе Республики Абхазия, как раз в законах о правонарушениях экономического характера. Ну, займу время какое-то должностное лицо, я много раз хочу это проговорить. Это лицо постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-надзорные функции в органах государственной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, наделенных законодательством, отдельными государственными или иными публичными полномочиями, государственных и муниципальных учреждениях, государственных муниципальных унитарных предприятиях, иных юридических лиц с государственным или муниципальным имуществом, в скобках капиталом, а также в вооруженных силах Республики Абхазия, в специальных формированиях Республики Абхазия. Что такое организационно-распорядительные функции? Дальше идет, что такое административно-хозяйственные функции. Давайте не будем вдаваться, это мы устраиваем уже ликбез, тратим драгоценное время на это. Это просто начальник и бухгалтер, тот, кто имеет право ставить печать и распоряжаться. Понятно. Все, это достаточно согласно, Тенгиз, пожалуйста, включитесь. Получается, вот поправки в закон, который мы обсуждаем, согласно этим поправкам, декларацию должен заполнять государственный служащий или должностное лицо? Давайте вот так по-простому. Ну, выходит, что государственный служащий, я так понимаю. Вы вообще, я не участвовал здесь в дискуссии, что я хотел сказать. Вот мы же сказали, что изначально, когда мы здесь вышли в эфир, что у нас будет предельно откровенный разговор. Да. Вам не кажется странным вообще, что мы сами здесь находимся в этом зале, фактически представители народа, не имеющие ничего общего, ну, за исключением Гии Габуния, ничего общего с органами государственной власти, ни с исполнительной, ни с законодательной. И мы пытаемся решить проблему борьбы с коррупцией. Это очень странно. Да, потому что, понимаете, проблема, которую мы сегодня здесь обсуждаем, это коррупция. Коррупция – это не такого уровня проблема, чтобы она решалась такими людьми, как мы. Какие бы там у нас способности не были, все равно у нас нет таких ресурсов, чтобы эту проблему решить. Эта проблема решается органами государственной власти. Она решается исполнительной властью и решается законодательной властью страны. Это
проблему эту не ОСИДа должна решать и не Астамур Какали. Это однозначно. Международная практика такая. Теперь что у нас происходит в стране? Не исполнительная власть, обладающая юристами, соответствующими ресурсами, огромным аппаратом, этим вопросом не занялась. Она долго этим не занималась. Народ встал, решил взять ситуацию в свои руки, пришел к парламенту. Парламент начал какой-то процесс, но тоже особой активности он не проявил. То, что вот сейчас у нас произошло, это фактически парламент, мне так показалось, что он ввел народ в заблуждение. Он сказал, что у нас закон принят, изначально зная, что этот закон не будет работать. То есть, если закон не работает, он принят, он не принят, смысла в нем нет. Ну, об этом же и шла речь с самого начала, что закон работать не будет. Давайте его проработаем. Ну, теперь смотрите, какая ситуация. Там, в конце концов, юристы, экономисты, они прекрасно знали, какая ситуация. Понимаете, почему вот у нас ситуация с этим законом произошла в парламенте? Почему они ее приняли? Потому что у нас был предвыборный период. Очень сложная общественно-политическая ситуация была в стране. Все опасались каких-нибудь там, эскалаций, каких-то конфликтов. Поэтому, когда возникла вот эта ситуация на площади, все постарались, обе стороны постарались эту ситуацию слить через парламент. Парламент тоже сделал ее так, чтобы и на нем никакой ответственности не было, и ни на политических силах никакой ответственности. Сами политические силы, каждая из этих политических сил, которые были участвованы в выборах, они фактически что сделали? Они бросили вот этот камешек в сапог будущей власти. Вот сейчас это камень в сапоге будущей власти. Закон он вроде есть, и вроде его нет. Ситуация не сдвинулась ни на шаг. Теперь, что касается непосредственно самого закона и вообще вот этих законов о декларациях. То, что закон не проработан, это 100%. Потому что поручить, во-первых, взяли этот закон, повесили, исполнение закона повесили на Министерство по налогам и сборам. Министерство по налогам и сборам не обладает в нашей стране такими ресурсами, чтобы работать с этими декларациями. Потому что вы декларацию должны принять. Помимо того, что вы ее принимаете, она проходит несколько этапов документационного контроля. На первом этапе вы должны убедиться в том, что ее правильно заполнили. На втором этапе вы должны проверить, насколько достоверно люди внесли туда сведения. У Министерства по налогам и сборам таких возможностей нет. У нас ни одно ведомство в нашей стране не обладает такими ресурсами. Потому что, извините, там у нас 8 тысяч человек, плюс еще члены их семей начнут заполнять декларации, это будет вагон и маленькая тележка. Как мы тогда требовали принять этот закон, если мы понимали, что в стране нет структуры, которая готова контролировать его исполнение? Мы не должны об этом думать. И об этом должна думать исполнительная власть. У нее большая проблема с коррупцией в стране, высокий уровень коррумпированности власти. Поэтому исполнительная власть должна была разработать соответствующие нормативно-правовые акты. И не только закон о декларировании, но еще закон о государственной службе, который они 3 года таскают в этом парламенте, как не могут его принять. Больше предыдущий парламент. Даже больше 3 лет. Нужен закон не только о декларировании, нужна криминализация вот этой статьи 20. Нужно принять поправки в Уголовный кодекс конфискации имущества. Нужно обеспечить в стране валютный контроль. И еще много чего нужно сделать. Не считаете ли вы, что вот если вернуться к событиям марта, не считаете ли вы, что эти поправки в закон были приняты под давлением? Мы же прекрасно понимаем, что 3 человека условно, да. 10 дней не ели, не пили. И депутаты, те, по крайней мере, которые были здесь в студии, просили о том, что давайте прекратим акцию, давайте сядем за стол переговоров. У нас нет неопределенного понятия госслужащий. У нас еще куча всяких разных нюансов, которые мы не разрешим. И открыто, и когда вы говорите, что депутаты парламента ввели в заблуждение, я бы хотел поправить и сказать, что точно не все. Были те, которые открыто говорили о том, что закон работать не будет. Но вот как быть в этой ситуации? Может просто это уже все оставить и взять вот буквально завтрашнего дня и вместе сесть работать? На данном этапе закон, подписанный президентом, он имеет право работать, он вступил в силу. Понимаешь, ту поправку, которую мы требовали, не одна же поправка, вот она и указывала на то, что вот закон со дня его опубликования, он вступает в силу. Это подписал все-таки исполняющий обязанности президентом в тот момент Ганба Валерий Рамщухович. Это все указывалось. Здесь вот эта сумятица произошла из-за того, что вот Ганба, вот этот закон о поправках, попал всего за день до подписания.
Закон пылился в канцелярии. Почему-то мы пока уже вот прямо не встали у дверей Бганба, этот закон так и лежал. Я вот как сегодня помню, я со всем уважением к нему, вот что испытываю, да, за все трудности, что он испытал за время своей бытности, его президентом. Он лично, его слова, я до сих пор помню, идите домой, я его подпишу. Это, знаешь, означало, вот, уходите, уже надоели. Ну, неделю лежала в канцелярии, и пока с канцелярии до Бганба вот этот закон дошел, каким-то чудесным образом именно поправка вот 16, вот, что мы применительно к нашим поправкам требовали, оно вообще не училось, оно куда-то исчезло. Это был умысел, это был просто вот недоработка или не усмотрели. Вот просто интересно, да, вот закон принят, поправки к нему приняты, это же к основному закону поправки принимаются. Вот сейчас вот именно обострять Какая внимание. поправка исчезла? Можете озвучить? Вот чтобы вот эта 16-я поправка применительно. Надо было сразу принимать. Вы применительно, первоначальный вариант можете озвучить? И, Вот она сказала, первоначальный был вступает сразу в силу. Сразу Да. после Добавили после публикации, принятия всё, да, закона о после принятия, госслужбе, да, добавили. вот это Было вот. в статье 2. Вот Слушайте, сейчас- даже у нас здесь, извините, у нас получается недопонимание. Так вы буквально там 10 минут назад зачитывали понятие госслужащие. Сейчас мы снова говорим о том, что это понятие не закреплено. Я вот сейчас хочу Даже сказать, здесь у нас вот, возникает можно я сложность. вот Градация Ну нет, закончу мы свою Там немного... градации нужны. Обязательно, мы просто Да. людей вводим в заблуждение. Я еще раз повторюсь, Нет, там 10 не было минут назад заблуждения. Я мы, что сказал, мы вы говорили... как-то мои слова не так, наверное, Ну вот поняли. поэтому я и озвучиваю, Тут, как я, так и наши Тут в телезрители законе могли было понять. написано госслужащий, но, как Тенгиз сказал, нету градации. Градация им нужна в законе о госслужбе. Да. И уже с закона о госслужбе якобы они там будут применять, кому надо декларировать, кому не нужно. То есть пока мы не знаем, кто должен подавать декларацию. Нет, знаем. Госслужащие Должны все знать. В данный лицо, момент да. выходит, по что этому все. закону. все, По этому получается. закону Да. все Выходит, что так. без градации. И А вот мы хотим, еще, чтобы была градация как раз таки. Можно один вопрос вот задам, да, вот здесь вот эти бланки декларации, да, куда вот, ну что тут такого прямо вот страшного вот чиновнику взять, заполнить и сдать в налоговой. Я вот их сегодня пересматривала очень много раз. Здесь никаких прям ужасов, чтобы не суметь и заполнить. Тут всего лишь нужно взять ручку, вот уделить 10 минут вот этим бланкам, заполнить и сдать. Кто Тут это должен сделать? чиновники, которые Какого должны ранга? заполнить. Какого- Все чиновники. Но это не нарушает служащие. мои конституционные права. Я секретарь министра. Я чиновник, но я при этом госслужащий. Вот Вот он только что зачитывал значение должностного вы лица. насильно вас никто как бы не привез сюда, и вы, может, какое-то нарушение, Вы если прям есть. подпадаете, потому Вы что тоже подпадаете, вы да, работник вы- РУП, правильно же? РУП, Республиканского унитарного предприятия АГТРК. вот вы Здесь должны сдавать. организация с государственным капиталом, ну, учрежденная Да, да, государством. да. Соответственно, вы госслужащий. Да. Вы, Саид, должны были сдать эту декларацию в срок не позднее У нас 30 есть апреля. давайте вот мне нравится, что мы говорим с вами на вот таких простых практических примерах. У нас есть технические работники, которые оформлены, то есть получается я уборщик. Да. При этом Тоже. я должен заполнять декларацию. По этому закону, да. Но это не выглядит странно, это не нарушает вот мои права конституционные. Я имею право хранить в секрете какие-то свои данные, идя на работу. По вот уборщиком. этому я скажу вопрос хорошо. такой. Я когда-то, мне повезло, я служил в спецподразделении Министерства обороны. Все, чем я управлял, это был автомат. Но я, тем не менее, подписал о гостайне, клятву давал во время войны, после войны. Куча в себе этих своих каких-то Да. прав, они были закрыты для меня. Но вот сейчас, как этот закон криво сделан, но есть человек, есть руководитель организации, который ворочает миллионами. Я когда говорил, я был автоматами, 300 патронами, тогда мог оперировать. А государственный чиновник, министр, он 300 миллионами оперирует. Вот он и должен тоже, как я был на службе, отказаться от каких-то своих гражданских прав ради того, что чтобы имел право этим всем оперировать. Я Но понимаю, в этой как должно ситуации быть, да. вас я не хочу таких Вот я, людей, знаете, что как хочу вы. сказать? Нет, чтобы вас- на примере, мне кажется, понять гораздо проще, и как раз вот я предлагаю говорить на примере.
Саид, я Сейчас хочу вот, внести одну одну секунду, я ясность. хочу сказать, что да. то, что этот закон носит такой сплошной характер, Специально. это да, сделали. это сделано не то, что специально, это, мне кажется, изначально было тем создателям этого закона понятно, что он не будет работать. Потому что это бумагопроизводство, тонны бумаги, абсолютно никому не нужные бумаги, Вот я и хотел спросить. которые, это бессмыслица просто. Существует международная практика, в соответствии с которой декларирование осуществляется с учетом той ответственности, которая возложена на человека, Да. выполняющего какие-то функции. Если обычный технический работник, смысла ему декларировать свое имущество нету, потому что он не занимается управлением чего-то, у него уровень ответственности у него ничтожный. Поэтому было бы, если бы государство на самом деле, органы власти были заинтересованы в решении данной проблемы, они более вдумчиво подошли бы с учетом своих возможностей, возможностей своих ведомств. Они бы сделали, например, четкую градацию, что только, например, верхние эшелоны власти, там, средний начальник управления, министры, заместитель министра, но не ниже спускаться, Да, просто потому можно что... было перечислить Ну, по названию должностей. и как всё. раз об этом и идет речь. Я уже вот много раз это повторял, что к этому же и призывали. Есть понятие политический служащий, есть понятие гражданский служащий, есть понятие административный служащий. Я так понимаю, Можно я что вот как зачитаю раз это один все не момент, расписано в законе. Перечень, даже перечень должностей, он есть. Ну, так получилось сейчас. Вот когда вы говорили, что парламент предлагал Да. разговаривать, идти Да. навстречу. Ну, депутаты некоторые. Депутаты сейчас, да. некоторые, я как бы не всегда получалось с ними разговаривать, но в социальных сетях, чем мы пользуемся, в Фейсбуке я несколько раз опубликовал просто перечень должностей, которые должны это делать, начиная от президента, кончая судьей, там, не знаю, Кальского района или Гульдербского района. Перечень есть, там где-то 200 наименований. Депутаты всех уровней. Все это можно сделать, было бы желание. Самая проблема – желания нет. Вот с чем мы столкнулись. Вот, как Тенгиз сказал, это не можно мы на должны минутку здесь решать, а зачитаю, госслужащие. Рис, то, что мы тогда, декларирование расходов, закон Республики Абхазия, о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Кто проходит под государственный служащий? Государственный служащий – лицо, занимающее государственную должность Республики Абхазия. Лицами, занимающие государственные должности Республики Абхазия, являются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Абхазия. Должностное лицо – это в Конституции Мы же говорили о том, что это написано. разные Нет, понятия. это Там есть разные еще понятия. иное должностное лицо. Госслужащий Если дальше и пойти, должностное четвертый лицо – пункт, это разные вещи. Конечно, мы иными с самого начала об Госслужащий этом и это говорили. вот вы лица, госслужащий, это а должностное Госслужащий, лицо это его начальник. Вот как бы всего на всего. Именно об этом-то и говорилось, когда мы поправки вносили, мы это тоже предусматривали. Вот и за это я и говорю еще раз, вообще понятие государственный служащий, вообще уже 27 лет тому назад у нас должно было быть принято, не то что сейчас или 3 года тому назад. Если есть государство, если в нем есть служащие, госслужба, закон о госслужбе давно было быть принято, пока не появились эти служащие, чтобы они каким-то образом обозначались вообще. И если нет у нас такого понятия закон о государственных служащих, это, во-первых, не вина народа, не вина тех, кому сегодня мы предлагаем заполнять эти... Пускай принимают, пока начинают с того, что они уже приняли. Этот закон принят, он вступил в силу, обозначенный именно как мы обозначили. С этим же работал наш правовой отдел. Нам имена, конечно, никто никогда не разглашает, какая-то ошибка происходит. Нам говорят, девочки с правового отдела не так нам выдали. Или мы говорим именно кто в деле кадров у вас не принял, там отдел кадров мы коллег не можем закладывать, извиняюсь, такое грубое слово может быть. У нас никогда не обозначаются лица, у нас никогда нету вокруг виноватых, все в общей Об этом мы массе. обязательно поговорим более конкретно, но у меня вопрос ко всем вам. Как Асида говорила, там давно должен был быть принят закон о госслужащих, но разве это может быть аргументом к тому, чтобы принимать еще один неэффективный закон? То есть мы понимаем, что у нас этого закона нет, и мы сверху еще, получается, с вами принимаем еще один неэффективный не один закон. год общаюсь с нашими депутатами, в основном этого созыва, и они нам всегда говорят, а надо то сделать, а надо это сделать. Ребята, у вас все в руках, делайте. Так получилось, что мы тут с улицы можем в Фейсбуке что-то писать. Даже на телевизор иногда нас приглашают, что-то можем говорить. Какие-то иногда даже толковые вещи, но
тот, кто принимает решение, он ничего не делает. У нас вот проблема именно в этом. У нашей власти и исполнительной, и законодательной нет обратной связи с народом. Я не понимаю, как их выбирают, если честно, за что их выбирают. Они придумали какую-то схему на основании ненависти. Мы ненавидим одних, поддерживаем других, но никто головой, понимая, что эти принесут пользу стране, не выбирает. Я вот именно это увидел. Опять же, вернусь к 19 статье закона о выборах президента. И вот к этому закону у нас есть закон. Сам закон, подписанный его президента 20 февраля, и поправки 20 марта, в которых черным по белому написано: настоящий закон вступает в силу с момента его опубликования. То есть у нас закон не вступает, но его поправки вступают в силу. Ну вот, вот это все специально делается, чтобы оно не работало. И это, безусловно, минус парламента как всего органа. Не конкретно какого-то депутата, просто не справляются ребята со своей Но у нас вот работой. такой получается подтекст всей нашей встречи, что депутаты парламента намеренно препятствуют как бы адекватной работе этого закона. Тенгиз, Ну, не можете депутаты, прокомментировать? а весь парламент как орган. Давайте, знаете, сейчас не будем именно акцентировать внимание на парламенте. Потому что до парламента должна была еще исполнительная власть вообще заниматься этим. Это работа исполнительной власти. Исполнительная власть готовит проект закона, отправляет парламенту, потом уже создает механизм реализации этого закона с помощью подзаконных актов. Исполнительная власть у нас ничего не сделала, потом только народ встал. У меня вообще сложилось такое впечатление, что они просто не хотят. Они Вот кто? вот Давайте, теперь мы же самое интересное, договорились да, теперь откровенно. самое интересное, кто это они. Кто? Вот они, сейчас нет там конкретных имен и фамилий, там есть две политические силы, вот условно говоря, наша политическая элита, вот эта элита, которая сформировалась последние 25-27 лет, вот эта элита не хочет принятия этого закона, вообще каких-то мер по антикоррупционной деятельности. Потому что если вы помните закон по борьбе с коррупцией, по противодействию коррупции, наш закон по противодействию коррупции, который у нас в Абхазии принят, это закон списанный с Российской Федерации закона. Закон Российской Федерации, урезанный закон, понимаете, он настолько был урезан, то основные его положения были убраны, мы забрали у них урезанный закон и еще урезали. То есть фактически это закон, что он существует, что он не существует. Закон о государственных закупках приняли, механизма реализации этого закона не сделали. Закон о И снова мы говорим о парламенте. Нет. А это исполнительная Понимаете, власть. парламент это он придаток исполнительной составная власти. часть Понятно, органов всё должно государственной работать власти. как Да. единый механизм. Но... Исполнительная власть, она самая важная. У нас кто архитектор государства? Извините, борьба с коррупцией – это государственное строительство. Архитектор государства у нас глава государства, президент. Это он должен думать о том, что необходимо бороться с коррупцией. Это он должен создавать условия, готовить нормативно-правовые акты. Правовая работа – это лишь часть борьбы с коррупцией. Еще нужны экономические, внеэкономические, масса других мер. Но даже вот эту работу они не делают. Понимаете, исполнительная власть, я помню, как долго вот этот вопрос стоял. Рисмак, ты прекрасно знаешь, сколько лет, вот мы, Астамур Какали, возились с этим вопросом. Ни разу исполнительная власть ни один шаг навстречу не сделала. Ни разу. Никогда. Парламент предпринял попытки, но парламент тоже не хочет быть плохим. И перед исполнительной властью, и перед народом. Да. И каждый раз мы приходили, они говорят: да, конечно, вы хорошие ребята, вот сами пишите закон. Вот нам один раз так сказали: вы сами напишите, мы примем. Извините, у нас огромный парламент с огромным аппаратом, мы их кормим, на наши деньги они существуют, потому что если мы сами будем писать законы, зачем они нам нужны? Просто чтобы их Да, принять это или не именно принять. так и было. Это Так мы было. начали писать, Когда мы принесли проект закона, извините, один из уважаемых нами депутатов взял там закон, посмотрел и сказал: здесь у вас, ребята, грамматические ошибки. Как будто мы диктант сдаем, и литературную премию попросили. То есть они должны этим заниматься, а не мы. Понимаете, это не народ должен ходить с этим законом. Народ не может такие вещи знать. Здесь масса, это сложный закон. Плюс еще это нужно вводить изменения в уголовно-процессуальный кодекс, вводить изменения в административный кодекс. Нужно учитывать судебную практику. Этот закон, вы же должны механизм разработать, его реализацию. Смысл этого закона. Если вы не сможете потом наказать тех, кто туда... Я буду что угодно там писать, если меня не будут наказывать. Тенгиз, мне очень не хочется вас перебивать, и все-таки я бы хотел вернуть беседу в русло заданной темы. И
поговорить о том, что делать ну, вот Вообще, завтра. можно Что один делать? момент отмечу, раз Тенгиз начал такую тему, что именно наши главы, да, вот они как бы должны содействовать, способствовать. Насколько я помню, если память не изменяет, вот перед выборами нашими на встрече с общественностью в Доме учителя, где наш будущий премьер-министр и наш ныне действующий президент, где они встречались с общественностью, они со всей ответственностью заявили, что этот закон вообще в их программе. Закон по борьбе с коррупцией. Это и господин Бжаня Предыдущий продвигал. президент тоже обещал побороть коррупцию. Он уже ввел как бы себе в программу, если мне память не изменяет, он и продвигал этот закон. Я помню, даже у них со Стамуром Какаля здесь на прямом эфире была как-то встреча или что-то. встреча. Ну, Да, наверняка, была встреча. наверняка тогда у вас были запросы почему в администрацию тогда, президента да, за вот этот период. Вот Были? мы сделали официальный Когда? запрос. Мы сделали запрос сегодня, потому как вот 30 апреля же они должны были уже первые хотя бы задекларированные чиновники у нас быть и уже выложенные на официальных сайтах. Мы когда поняли, что ничего пока для этого не делается, мы ходили к Астамуру Логуа, ну, как куратору нашей темы, мы пришли к нему, вот я вам уже говорила перед этим, что человек вот он считает, что закон вступил в силу. Это депутат, это не мелкий там рабочий, Но мы уже который это там внизу. Да, обсуждали, мы давайте мы, обсуждали. Я не опустим эту потому тему. говорю. Вот я Да. сейчас хочу докончить эту тему. Да? Вот до 30 апреля, вплоть до подачи этих деклараций, ничего не Что было вы написали сказано. в администрацию Мы президента? хотим, единственное, да, вот раз есть закон, который вступил, закон о поправках, который вступил в силу с нашими поправками, Так не факт, что вступил, как я ну, понял. раз он опубликован, Коллизия. это было одно из условий, и он вступает в Да. силу после публикации, Да. значит, он вступил в силу, он подписан президентом, и он Последний, опубликован да. на официальных сайтах, и он вступил в силу. Вот мы хотим услышать тогда от наших депутатов, от нашего парламента, который поднимал руки за этот закон, и вступил он в силу или нет. А были те, кто проголосовали против? Ну, у нас же закрытые голосования, мы не можем знать, кто голосовал против. Было. Мне Конечно. депутаты говорили, что даже те, кто пришли на площадь, они голосовали против, которые давали Ну, слово. вот я даже, единственная Натали Смыр, она должна была сегодня быть, она и не подписывала тогда. Ну, она как бы за стабильно, 20, да, молодец, она стабильно она против, там- ну, это сейчас не, потому что ей в упрек как бы. Она как бы не Понятно. скрывает, Мы мне вот у мне нас это такой ценю. запрос, вступил в силу закон или нет. И То есть вы в администрации президента пытаетесь Да, уточнить, мы у работает закон, парламента. вступил или Да, нет? да, Нет, да, вы да. сказали, что вы в администрацию президента Нет, писали, нет, да? нет, мы Нет, к ну спикеру все. парламента, Все, да. о сегодняшнем заявлении в парламент мы уже говорили. Ну вот много проблем, даже за то короткое время, что мы с вами здесь беседуем, очевидно, что проблем очень много. Каким вы видите дальнейшее развитие ситуации? Ну, если вы меня спрашиваете, тут здесь есть люди, которые намного больше, уже дольше занимаются этой темой, но я как непосредственный участник акции, скажем так, я лично вот на данном этапе, вот как он Да. принят, да, я не вижу, что хотя бы не начать работать с этим законом. У нас парламент, слава богу, они все здесь, они никуда не уходят. И правовые наши отделы, и исполнительные, и законодательные, они могут пока дорабатывать, вносить изменения. Когда закон есть, я знаю, что поправки к закону вносятся и вносятся без конца, там в соответствии с какими-то непонятными ситуациями, можно так сказать, да. Но он имеет право быть, уже этот принятый закон, он может уже работать. Работать как? Вернее, заполняться декларацией. И я не вижу вообще никаких причин вот на данном этапе именно вот то, что принято, Это понятно. чтобы оно не работало. Ваша позиция да. понятна. Какие ваши действия? Меня больше Вот это наши интересует. действия, Ситуация вот не сейчас меняется. смотрите, это
что бы я ни сказала, как бы иногда резко выходит, но на данном этапе вот я понимаю, что это саботаж со стороны нашего правительства, со стороны парламентского состава, что ничего этого не делается, не заполняется, закон не выполняется. Наши действия такие, вот вы тогда тоже это озвучивала, мы как бы не одни, мы уже за нами люди стоят, которые спрашивают нас, они могут и не спросить, прийти на телевидение, но мы постоянно связь держим, люди нас спрашивают, им интересно, почему не заработал закон. Понимаете, мы ждем от них ответа, они ждут от нас ответа. И вот этот замкнутый круг у нас никак не заканчивается, вечно отговорки. И, в общем, я хочу, чтобы наши депутаты, которые сейчас вот будут отвечать нам на наш вопрос, Да. они имели в виду, это не запугивание, это не акция устрашения, пожалуйста, пусть они поймут, потому что я вот сейчас говорю, я говорю тем людям, которые не против меня здесь выступают, как бы мы ждали, что будут депутаты. И я говорю, обращаясь именно это к депутатам. Если они нам выйдут и скажут, нет, закон не вступил в силу, тогда они должны просто признаться всему народу Абхазии, что они обманули не только нас, которые 12 сидели тысяч на людей, площади, что они обманули весь народ Абхазии. Вы понимаете? Этот народ, он поверил, что есть закон, который может заработать. У нас на сегодняшний день, как я понимаю, в полной мере, да, работает только один закон. А всегда Закон о простите, что я неприкосновенности депутатов. вступлю в диалог с вами, но 35 депутатов парламента, и мы все очевидно понимаем, что это абсолютно разношерстная кампания, понятно. в политическом плане я имею в виду, но все практически в унисон говорили о том, что закон работать не будет. Так в чем заключался обман? Если тогда мы помним, как принимался закон, это 10 дней, люди голодали, у людей могли начаться проблемы со здоровьем. Как вы этот момент прокомментируете? Разве это обман? Закон работать не будет. От кого исходило? Кто говорил? Лично я не Наталья помню. Викторовна Смыр говорила и здесь, и в общественной Ну, палате. сейчас хорошо. Наталья Викторовна, да, вот Да. Смыр, она одна из депутатов. Члены Ну, комитета тоже выступали я за то, понимаю, чтобы закон но вот там, доработать? где 35 человек, Да. депутатов, да, я, насколько знаю, большинство проголосовало за этот закон. И Ну, это раз те, он все принят. те, которые приходили Ну вот к нам. Мой с вопрос, не которыми- считаете ли вы, простите за такой вопрос, но не считаете ли вы, что они в принципе это сделали не добровольно, а Под давлением? учитывая ситуацию, что она правда могла выйти за рамки ну, стабильности какой-то? Вот мне интересен ваш вот честный, откровенный ответ. Все-таки вы же, когда объявляли акцию голодовки, вы же понимали, что это давление на парламент. И из 35 человек, допустим, не все поддались давлению, а может кто-то и поддался давлению. Если всей стране говорили о том, что закон не готов. То есть вы меня простите за такой вопрос, но не считаете ли вы, что многие это сделали вынужденно? Вынужденно закон принимать нельзя. Я даже знаю, если бы вам стало плохо? который закон под давлением был принят в течение одного дня, одного часа на первом же заседании, на первом же чтении. Вот это было под давлением принято. Закон, я тогда тоже говорила о нем, закон о смертной казни, когда принимали. Вот это был вынужденный у них под каким-то давлением принятый закон. Я не знаю, что у них так горело, что нужно было принимать этот закон. А этот закон, вот этот законопроект уже более 7 лет. Да, Рисмага, если я не ошибаюсь, за 7 лет. Вот Саид, да, вот Да, вы сейчас да. как бы Можно меня я про оппонируете, давление да? потом еще скажу? Да, Да, конечно. за 7 лет никто на них не давил. У них были все полномочия, все было в их руках, чтобы его рассмотреть, пересмотреть, досмотреть. Даже за те 10 дней, пока мы там сидели, можно было много чего сделать. Я сейчас приведу один пример. На 3-й день, на 4-й день голодовки они вообще ничем там не занимались. Им даже не надо было знать, что мы сидим здесь, хотя они уже все знали. На 4-й день голодовки, когда мы позвонили, наша инициативная группа позвонила, что вы вообще собираетесь делать, нам знаете, что ответили? Нам сегодня надо ехать на плакание, нам некогда к вам прийти. Ну все 35 депутатов? Ну не вам все, так- ну так никто не пришел, понимаете? Это было спрошено у них, вот придете, что-то вы будете предпринимать. Вам вообще единственный человек, который к нам пришел, это был Тар Байнал.
и который с первого дня говорил, да, закон будет работать, я с вами, вот очень хорошо, что я его сейчас вспомнила, и он до конца вот и как бы и был с нами. Спасибо большое. Рисмак, вы хотели Насчет добавить про давление? Да, вот вы как бы выводили вопрос к тому, что это было давление или не было. Вообще, тут Тенгиз очень хорошо сказал, исполнительная власть, она должна нам сказать, что мы за государство строим. Мы строим феодализм, демократию, коммунизм или что. И в рамках давления, о чем я говорю, если народ что-то потребует от своей власти, в этом это не давление, Да. это требование. Это вот вообще по большому счету народ трудоустроил их всех, и депутатов, и исполнительную власть туда делегировал свои полномочия. Они вот специально переводят разговор на то, что вы на нас давите, никто не давит. Вас просят выполнить запрос общества. И это вот каждую вещь можно, да, и по-разному назвать, и давление можно назвать, но это не давление было. Это был запрос общества, который, к сожалению, не проигнорировали. Я вот так хочу сказать. Ну, хорошо, мы говорим о том, что депутаты парламента обманули народ Абхазии. Вы сами довольны результатом? Вот тем, как сейчас Конечно, это все конечно, ведется, конечно. конечно, недовольны. Потому Ну, что нет декларантов, нет заполненных деклараций. У нас даже однозначного ответа нету. Я сейчас вот еще один пример приведу. Когда мы со Стамуром Логов встречались, но это была неофициальная встреча, но я не могу не отметить, с нами, Только быстро, у нас еще много разговаривал вопросов. юрист правового отдела. Мы спросили, ну они же уже знали, наверное, свой ответ. Мы спросили у него напрямую. Закон вступил в силу или не вступил? У меня- Больше мы ничего у его не меня вопрос. спросили. Даже И он если бы сказал закон- однозначно, я не могу ответить. Хорошо. Да, спасибо большое. Даже если бы закон с сегодняшнего дня работал, ну, очевидно же, спустя час общения друг с другом, мы понимаем, что он бы не смог работать. Но при этом вы, ну, в вашем лице, говорю об активистах, в принципе, призывали депутатов парламента это сделать. И еще за 3 активистами, объявившими акцию голодовки, встали 12 тысяч человек. Очевидно, что многие не разобрались. Вот не считаете ли вы, что и вы, как активисты, тоже немного ввели эти 12 тысяч человек в заблуждение? Дайте я отвечу. Да, пожалуйста, конечно. Вот тут много очень подводных камней Георгий нам перечислил, но... Потом Тенгиз хотел бы, чтобы вы Да, прокомментировали но мой вот вопрос. он перечислил, проблемы есть, но никто же не начинал это решать, не начинал их делать. Вообще по ситуации проблему надо заранее подготовиться, вот как все это механизм согласовать со всеми министерствами, добавить еще другие законы, то, что нужно, то, что не хватает, кодексы и законы, этого если не было. По существующему закону все равно нужно отдавать декларации. Но этот процесс не пошел, не было отмашки сверху. Вот если бы он пошел бы, и потом бы начались проблемы, Да. тогда бы уже можно было бы говорить, это, ну давайте мы неправомерности. поменяем что-нибудь другое, или закон не так, но закон-то не исполняется. Вот когда бы он исполнялся, и появились бы проблемы, тогда бы сказали бы. Но вообще простой игнор. А вот Ну, здесь смотрите, сейчас- я повторю свой вопрос. Все-таки я не совсем услышал ответ на свой вопрос. Активисты призывали к принятию закона. Час беседы здесь в прямом эфире привел к тому, что, в принципе, главный вопрос не в том, вступил он в силу или не вступил, а в том, что в нем очень много нюансов, которые, даже если бы он вступил в силу, он бы все равно эффективно не работал. Зная это, все равно... Сейчас, Во-первых, секунду. это Дайте я свой вопрос не договорю. закон активистов, это другой закон, который сформирован Я в парламенте. все-таки хочу, да, продолжить свою мысль. Вот вы меня немного сбили. Да, ничего. Получается, что зная, что даже в этом, вот в этой форме, в которой шла речь, он все равно не будет работать эффективно. Никто не пошел навстречу, не сел за стол переговоров и не начал разбираться подетально. И пусть на это ушел бы, допустим, год, Сейчас но мы закон бы всё у нас был бы не кем? который... С кем? С кем? были- С кем? Ну а кто у нас принимает Депутатами законы? парламента? Рабочая группа какая-то была бы создана. Ну, я Саид, все-таки я хочу... несколько раз говорил, скажу, вот нам говорили, придите поговорим. Да. Но, как бы, знаете, мы абхазцы, воспитание какое-то имеем,
Но вот там есть принимающая сторона. Она говорит, придите, поговорим. Ну? Я много раз после этого по делам, у меня там друзья, родственники, заходил в парламент, никто мне не говорил, Рисмак, наконец-то ты пришел, пойдем, сядем, будем обсуждать. Нет, но То же это самое мы приходили все говорим о остальное. какой-то утопии. Нет, я все-таки... Мы говорим, давайте назовем вещи своими, а вранье. об этом вас и Когда прошу. говорили, придите, поговорим, Да. никто не собирался, собирался говорить, Если да. бы говорили, что мы хотим, у них есть правовое дело, телефоны нас дают референтам задание, освобождают зал, и мы в такое-то время приходим и обсуждаем, приходят депутаты. Этого не было. меня- Вот этим не будем апеллировать к этому, то, что вот вы несколько раз говорили, мол, вы не обсуждали этот закон, мы всегда готовы обсуждать закон. Но Ну, даже дам вообще... слово. Я отвечу, можно, на вот этот вопрос? Вы Про то, когда-нибудь... что вот главная его суть, если Да. я не буду Почему вы повторяться... приходили, да. Нет, не считаете ли вы, что и активисты со своей стороны тоже немножко ввели в заблуждение насчет- 12 тысяч граждан нашей страны? Насчет, вы знаете, насчет активистов им не стоит ничего говорить, их не в чем упрекнуть. Нет, я не упрекаю, мы я с не вами говорю, разговариваем. Они сделали все, что было возможно в их силах, понимаете? Если они не такие юристы, не специалисты в этом вопросе, это не их вина. Люди, к которым они пришли, должны были им объяснить, что вот, вы знаете, ребята, вот это, если мы вот это примем, это не будет работать. Я вам отвечу, как Объясняли, Наталья Смыр. вот объясняли Вот точно. смотрите, вот этот закон примут вот сейчас, он начнет завтра вступить в силу. Я, как Наталья Смыр, могу вам сказать, что он не будет работать. Потому что я знаю, что этот закон не будет работать, Тенгиз, но потому что главная суть правовые ведь не в том, что... Простите, механизмов что я вот нету. Я вступаю. понимаю, механизмов нету. Завтра, когда вы включите, внесете изменения в уголовно-процессуальный кодекс, вы придете, а теперь он будет работать? Опять не будет работать. А если фраза прозвучит, он не будет работать, давайте сядем его проработаем. Теперь давайте По-другому насчет, звучит? давайте смотрите насчет этого вопроса. Вы когда-нибудь слышали в Абхазии, вот у нас приняли очень много сводных нормативно-правовых актов. У нас приняли уголовный кодекс, Да. уголовно-процессуальный Да. кодекс, еще кучу документов, гражданский кодекс, вообще объемный документ. Вы когда-нибудь слышали, чтобы у парламента была проблема с этим? Парламент просто что делает наш? Он берет российские нормативно-правовые акты, да, переписывает, фактически вносит незначительные изменения, и закон принимается. Существует огромное количество правовых актов, которые регулируют борьбу с коррупцией в России, в Украине. Там. Ну, Россию давайте оставим, уже у нас плохой пример. Сейчас приводите самый неудачный Самый неудачный борьбы с пример. Есть на Украине замечательный закон, есть в Грузии, в конце концов, у них Вот отличный я закон. сейчас не готов обсуждать, тратить время на обсуждение работы парламента. Ну, Я ни в коем смотрите. случае не хочу защищать депутатов парламента. Не считаю, что кто-то в этом нуждается, но вынужден занять какую-то оппонирующую сторону, потому чтобы мы Я смогли понимаю, да. разобраться в этой тем ситуации. не менее, вы Ну, говорили, зачем, что да. активисты в чем-то не правы. как Я бы. ни в коем случае так не говорил. Я Проблем нету спрашивал с ваше принятием мнение. закона. Нет, Проблем знаешь, нету с я принятием хочу что закона. сказать. Да, вот мы сейчас не оппонируем друг другу. Да. Чтобы понять, закон работает он или не работает, эффективный он или глупый он, да. Вот если, когда он начнет работать, вообще начнутся заполняться какие-то хотя бы декларации. Не требуя там от самых низших чинов. У нас же есть элита, которая должна как бы всегда быть впереди и показывать пример. Вот начнут они, и какие-то подводные камни там начнутся, почему этот закон не работает, я вот тогда, только тогда соглашусь, что этот закон надо садиться пересматривать, пока меня не убедят в том, что он не работает и ничего для этого не сделано, я с этим не буду соглашаться. Но у нас С этим. даже нет У нас ничего готового не контролирующего начато. органа, который может Ну, исполнить да, все вот Главный контроль – это общественный Все контроль. возможно. Ну, Вообще, какие может изначально, быть? когда Это же мы говорили, утопия, когда мы Рисман, говорили, вы так не считаете? Это не такое утопия, понятие, я как тоже не думаю, что транспарентность это власти, утопия. чтобы власти доверяли, власть должна показывать открытость в принятии решений, открытость в том числе и в своих активах чиновников, Да. которые имеют. Этого всего не было сделано. Ну, давайте мы попробуем, это начнется. И самое, на что мы рассчитываем. Налоговая, понятно, что ей было сложно. Ну вот, допустим, у нас много известных людей, они владельцы гостиниц, пароходов, самолетов. И сейчас он декларацию заполнит публично, там, Рисма Гаджинджел. Все знают, что вот, ну, допустим, вот если гостиница, она моя, пятиэтажная. Я напишу двухкомнатная квартира на втором круге в новом районе. Да. И старый Запорожец. Меня заклюют в социальных сетях, в конце концов.
Но А найдется социальные сети человек, не являются основанием для не является внедрения основанием. В конце Здесь концов, найдется периодически человек, мы говорим о который законах, скажет, мы говорим в о эфире законах. скажет мне, Рисмак, ты вот наврал людям, и мне придется краснеть или что-то Но в там социальных говорить. сетях и так говорят, и У так нас- клюют. Саид, Мы я... же говорим о улице-то не законе. И я очень извиняюсь, у нас правда, как оказалось, и в принципе я в этом не сомневался, очень много вопросов, которые хочется обсудить по этой теме. Я очень вас прошу, коротко, буквально заключительное слово. Георгий, пожалуйста, и мы вынуждены завершать. Саид, я наблюдал за всем, что здесь происходило, слушал каждого внимательно. Я сегодня нахожусь здесь, в этой студии, в качестве представителя Министерства по налогам и сборам, но при этом я так послушал и понял, что юрист по образованию здесь я один. Поэтому можно я свое мнение выскажу не в качестве налоговика, да, в качестве юриста. Почему этот закон не будет работать и какие подводные камни? Коротко. Во-первых, у нас, вы знаете, что очень много подзаконных актов не приведены в соответствии с этим законом. О чем я говорю? Не только подзаконные акты, но и само законодательство. Вы знаете, что у нас есть закон Республики Абхазия о спецналоге. Он подвергся изменению всего лишь в 2019 году, но до этого он предполагал, что? Он предполагал, что человек может зарабатывать миллионы, миллиарды, и при этом платил ставку спецналога. Это могла быть ставка 1000 рублей, могла быть 10 тысяч рублей. Это был прямой способ легализации Георгий, вы меня любых извините, доходов. пожалуйста, мы уходим в детали. Вот, Я мне кажется, понял. главная мысль, которую вы озвучили, ну, в смысле, суть того, что вы сказали, что закон в том виде, что он есть, работать не будет, потому что то-то, то-то, то-то. Много то-то. факторов. И Мы просто хочу не сказать можем на еще все одну, факторы потратить, одну вещь сказать много уже в времени. качестве Да. представителя налоговой. Во-первых, вы, вот Как вы статья меняете первая, маски. статья первая настоящего закона, декларация гласит, что целью настоящего закона является борьба с коррупцией. Есть у нас закон о государственной налоговой службе, которым мы руководствуемся. Там написано, что целью создания государственной налоговой службы является полнота, правильность и своевременность уплаты налогов и иных обязательных платежей к чему в вы сейчас бюджет. нам рассказываете? Это я говорю к тому, что, наверное, было не совсем верно возлагать ответственность за борьбу с коррупцией фискальному органу, который призван исключительно пополнять бюджет. Если даже мы вообще у нас в разработке проект о декларировании, о всеобщем декларировании всех граждан. Вот вы, Саид, работаете здесь, вы платите налоги с заработной платы. Мы не видим, что вы, Саид Барганджи, платите налоги, потому как не ведется персонифицированный учет, Мы и сейчас вы не вот имеете прямо НН. уходим от темы. Я вас очень прошу, Саид, Георгий. я все-таки хочу, это очень важная вещь, Давайте. я все-таки хочу резюмировать, что Министерство по налогам и сборам может использовать вот эти данные, которые нам будут предоставляться. Это будет правильно исключительно для целей налогообложения, но не как орган, который будет карательным в сфере борьбы с коррупцией. Это противоречит логике создания Министерства по налогам и сборам. И поэтому, наверное, было логично, что с нами это не согласовали, потому что у нас была бы отрицательная позиция по этому вопросу. Собственно, раз уж так Да, коротко это, нужно, извините, но мы нужно уже говорить. час 10 находимся в эфире, впереди другие передачи. Рисмак, Знаете, пожалуйста. я вот хочу сказать, я чуть отойду от конкретно этого закона. Вообще без этого закона это все может заработать. У нас, как мы знаем, карты АПРА появились несколько лет назад, привязанный каждый человек, получает зарплату по ним. У нас недавно была проведена паспортизация. На карте АПРА человек имеет свой уникальный код, на паспорте свой уникальный код. Все еще при Владиславе Арзанове, вы были маленькие, вы, наверное, не помните, говорилось о том, что в Абхазии нужно провести инвентаризацию. Мы должны знать, чем мы обладаем, что мы имеем. Есть мир цифровых технологий. Сейчас уже есть сервера, есть эти карты, которые я сказал, есть номера паспортов. Все это можно перевести в цифру, облегчить эти все вопросы, вопросы собственности, недвижимости, движимого имущества. Все можно там увидеть. И налоговая... Спасибо, это то, что я хотел. Да, это сразу Так, в они общем, будут мы видеть. отнимаем время у людей, И у вот это наших все можно гостей. делать, нужна всего лишь Я просто политическая буду воля. вынужден, Всё. да, простите, пожалуйста, Да, да, Тенгиз, да. вот вам придется совсем коротко. Ну, совсем коротко я могу сказать следующее, что сейчас вот эти все технические детали были, основные методики Да. борьбы с коррупцией, они существуют в мире, их нам не надо изобретать. Могу однозначно сказать, что у нас никакой борьбы с коррупцией не будет.
какой бы мы закон ни приняли, ему не дадут реализоваться, или, по крайней мере, проблемы будут. С той политической системой, в которой мы сегодня живем, с теми политическими силами, которые мы есть, ничего не изменится. Может быть, в новой Абхазии что-то изменится и что-то будет работать. Но в той Абхазии, в которой мы сегодня с вами находимся, этот закон единственный, один маленький гвоздь, который вбит в трухлявое здание этого государства. Понимаете, это не спасет эту Камень в систему. сапоге, ты правильно Эту сказал, систему не Да, и спасет. ту хотят обойти, никак не начать, И даже это чтобы он боятся. поработал. Так что, может, я просто не... Это не значит, что у меня такой пессимистический... Ну, в текущей ситуации особых перспектив я не вижу. Спасибо большое, Асида. Ну, что могу сказать? Вопрос мы задали сегодня, я уже говорила. Мы ждем. Вот я очень сильно надеюсь, после официального запроса месяц времени есть, да, вот для ответа, насколько я знаю. Да, 30 дней для 30 каждого. дней для ответа. Вот в течение этих 30 дней я просто очень на это надеюсь. Я это могу сказать от своего лица, от лица тех людей, которые нам очень сильно верят и до сих пор верят, что парламент адекватные законы может выносить, уже готовые. Я очень надеюсь, что этот закон, если где-то даже есть краеугольные сейчас камушки, на которые они ссылаются, в течение этих 30 дней можно доработать, можно, вот сказал Рисмаг очень хорошую вещь, которая мне очень понравилась тоже. Это и вам облегчит работу, и вообще система очень Всё хорошая, готово для там этого, вообще просто все решили, нужно готово, принять, и просто всё. захотеть надо. Ничего не мешает закону работать, кроме как желания. Спасибо Нет большое. желания у наших... Понятно. Спасибо большое, Законодатели, уважаемые гости, за исполнители. то, что пришли к нам сюда. Вот как оказалось, и в чем я был, в принципе, изначально уверен, конечно, отведенного времени обсудить все проблемы вокруг этой темы невозможно, но для этого у нас обязательно будет еще не одна встреча, и, в принципе, будем с вами на связи. Следите за развитием событий на Абхазском телевидении. Всего доброго.